с общественными организациями. В прошлом году, в октябре месяце. Сделать таким путем, чтобы нас даже удивило вот недавнее выступление Жириновского по телевидению. И его выступление сводилось в конце концов к чему? Что вот эти титульные небольшие, коренные национальности начинают диктовать другим, понимаете, свою волю, свой язык, культуру, все другое. Вот. Что не дают простор для других. Мы полностью отрицаем это и осуждаем вот эту политику, понимаете, руководителя фракции ЛДПР. И подписались, Вячеслав Михайлович, даже с такой просьбой. Вот мы присоединились к Коме Войтеру и все тоже вот осуждаем вот такое выступление Жириновского по телевидению, российскому телевидению. Ну, если сказать там мое личное отношение, да, вот, или ощущение, что ли, после того, что произошло, ну, в общем-то, оторопь. Сказать, что человек неумно поступил, это сказать ничто, потому что, во-первых, действительно удивляет, когда политик федерального уровня, тем более занимающий должность заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации, несет ахинею. Прекрасно отдавая себе отчет, я в этом уверен, что он, собственно, делает. В этом смысле, я считаю, он нанес оскорбление республике в целом, а не даже не только Коми народу. Второе, это то, что, чего он этим пытался добиться, не очень понятно, потому что, даже вот учитывая там предвыборную какую-то, да, угар предвыборной риторики, на моем понимании, он просто подставил, собственно, своих коллег в республике, которые в том числе есть, да, в организацию в районах, которые коми национальности. И каким образом сегодня люди, вот те же избиратели республики, будут теперь относиться к его партии, я думаю, что прямо противоположно тому, чему он там рассчитывал. Но то, что прозвучало 7 ноября, конечно, перешло уже все границы. И, как Вячеслав Михайлович сказал, он оскорбил всех жителей республики. Более того, он оскорбил все народы Российской Федерации. И, в принципе, когда наш президиум рассматривал этот вопрос, тут даже и в высказываниях просматривались и какие-то противозаконные действия, даже нарушающие конституционные основы Российской Федерации. Соответствующее заявление исполнительным комитетом тоже у нас составлено. Я думаю, что здесь мы действительно едины. От себя могу сказать одно, что, естественно, и я, как там высшее должностное лицо, категорически поддерживаю вот эту реакцию, которая уже прозвучала от лица Коми Войтер, и благодарен консультативному совету, что здесь у нас тоже оценки совпадают. И такое обращение, собственно, есть и с вашей стороны, и я его поддерживаю. От себя хочу сказать, что отныне господин Жириновский для исполнительной власти, для взаимодействия какого-то вообще официального персона нон-грата до тех пор, пока он не принесет извинения перед республикой и перед людьми, которые здесь живут. А мы со своей стороны подумаем о тех адекватных мерах, которые, соответственно, могут быть в отношении его партии, которую он возглавляет, и которые, соответственно, такие мысли, такие действия пытается внедрять, превозносить у нас в стране, у нас в республике. Вот такой вот, наверное, комментарий. И естественно, что я этим буду активно заниматься. Можно было бы использовать для финансирования